Салемет сізбе! Здравствуйте! Вы на канале Учи казахский с Ажар. Здесь мы учим казахский легко и понятно, а иногда и весело. В каждом своем видео я демонстрирую легкий, быстрый, эффективный способ быстро запоминать какие-то слова. Делать так, чтобы эти слова навсегда запомнились вам, и вы могли с легкостью использовать эти слова в дальнейшем. Сегодня мы будем разбирать и запоминать такое слово, как ауру. Ауру – это болеть, неопределенная форма глагола «болеть». И, как обычно, мы рассматриваем от первого лица. Мен – это я, мен аураман – болею или буду болеть. И мен аурмайман – не болею или не буду болеть. Я подобрала вот такое фото, где девушка прямо простыла и болеет. Это ауру. И, как обычно, мы составляем предложение с первым глаголом мен аураман. Если я выпью полбутылки водки, 100% мен аураман в лёжку. И так, если я съем слишком много сладкого, тоже аураман. Ага, тоже мен аураман. Также, когда я позволяю каким-то токсичным людям как-то меня обесценить и как-то меня задеть, потом мен аураман, несколько дней мен аураман. Поэтому очень важно убирать из своей жизни токсичных людей. Ну, сначала диагностировать, конечно, да, а потом потихоньку убирать. Вот. Если я выйду вот в летней одежде, сейчас на улицу буду ходить в летней одежде, конечно, мен аураман. Я просто простужусь. Так, кстати, если есть все время неправильную еду, такую вредную еду, слишком рафинированную, слишком химическую, слишком вот эти трансжиры, вот говорят же, что, например, какие-то... Это не к рекомендации, я не врач, не специалист по питанию, это предложения, мои предложения. Но там вот эти трансжиры, масла, которые обработаны для того, чтобы они там не слишком пахли, были рафинированными и так далее, их обрабатывают каким-то, не очень хорошим веществом, и это вещество потом остается в этих маслах. И таким образом потом начинает влиять и вызывает и всякие онкозаболевания и все такое. В общем, не очень хорошая вещь на самом деле. Вот. И если много есть такой еды, 100% мен аураман. Так, что еще? Если я еду в какие-то тропические страны и не сделаю какие-то необходимые прививки, очень большая возможность того, что мен аураман. Очень большая вероятность этого. Вот. На самом деле вообще человек... Все вообще зависит от самого человека. Если он думает, что мен аураман, он будет болеть. Если он думает, да фиг с вами, и вообще меня ничто не возьмет, да, вот. И все нормально. И он не будет болеть абсолютно. Поэтому все в состоянии нашего ума и в наших решениях. Если мы решаем, что мы не будем болеть, и не будем болеть. А если будем решать, что будем болеть, то мен аураман, конечно. Вот, составляйте достаточное количество предложений с этим словом. На самом деле достаточное количество собственных полноценных предложений. И только тогда это гарантия того, что это слово на самом деле сядет в вашу память. Вы не забудете его никогда и в дальнейшем сможете с легкостью использовать это слово. Вот. А мы переходим ко второму слову. Мен аурмайман. Так, да, на самом деле человек, если
у него есть цель, и он энергично шагает к своей цели, то Минаурмайм, то есть он будет говорить себе: Минаурмайм, мне, во-первых, некогда, Ауруга, да? У меня даже мысли нет такой, что Минаураман, да? Почему? Потому что все мои мысли направлены на достижение целей. Все мои мысли направлены на осуществление, вот, на действий каких-то для того, чтобы достичь своей цели. Моя цель меня греет, моя цель меня вдохновляет, да, мне вообще некогда даже думать о том, что мен там аураман, поэтому Минаурмайман никогда в жизни, если у меня есть цель. Но если в вашей жизни не допускайте в свою жизнь токсичных людей для того, чтобы сказать мен аурмайман. Обязательно. Вот. Сейчас вот, кстати, справились на всей планете, уже, по-моему, не существует оспы, не существует холеры, по-моему, да, еще нескольких таких очень опасных болезней, и поэтому каждый человек, в принципе, может сказать мен оспа мен аурмайман, мен холера мен аурмайман. Это уже, ну, как бы гарантированно, если только там из какой-то пробирки она не выскочит, да, вот эта вот вредная бактерия или бацилла или вирус, в общем, не знаю разницу, честно говоря. Вот. Так можно, в принципе, стопроцентной уверенностью сказать, что мен аурмайман, да, холерой, мен аурмайман, оспой. Хотя были когда-то времена на планете Земля, когда почти, я не знаю, там половина, может быть, населения могла умереть от этого. Потому что на тот момент не было технологий, не было медикаментов и не было способов лечения этой болезни. Вот. Поэтому я вам желаю, чтобы вы всегда в себе держали вот эту уверенность. Мен аурмайман. Мне некогда болеть. У меня очень много целей, у меня очень много занятий. У меня цель изучить и разговаривать и понимать на казахском, казахский язык. Вот, поэтому мне некогда, и поэтому мне наурмайман. Вот скажите себе примерно так. На самом деле все зависит от нас самих и от нас, от нашего решения. Поэтому примите решение, что мен аурмайман. Вот так. Это были предложения. Это не рекомендации врача. Я не являюсь врачом. Вот. Ваша задача теперь составлять свои собственные предложения в достаточном количестве. Это обязательно. Если вы хотите правильно, 100% применять этот способ, включайте дисциплину. Потому что в достижении цели обязательно нужна дисциплина. Если вы хотите достичь, если не хотите достичь, без проблем. Я не могу вас заставлять или рекомендовать, или настаивать на этом. Спасибо вам за то, что смотрите меня, мои видео, ставите мне лайки, подписывайтесь на меня, делайте перепосты и пишите комментарии. Обязательно пишите комментарии. Для меня это очень интересно и очень важно. Сау болыңыз. До свидания.